Всем прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, стрым, і сёння мы размаўляем пра беларускую эканоміку. У нашай студыі незалежны аналітык Сергей Чалы. Сергей, ты по-ранейшаму незалежны аналітык? Ну, конечно. Гэта добра. Павел Свярдлова пры мікрафоне з боку Еўрарадыё, з невядомага месца нейкага, і абмяркоўваем мы перспектывы беларускіх пратэстаў і перспектывы беларускай эканомікі. Увогуле мы сфармулявалі тэму размовы двумя рознымі такімі пытаннямі, да, што скончыцца раней, імпэт пратэстоўцаў ці грошы у Лукашэнкі, ну а больш шырокая тэма гэта якія рэсурсы рэжым можа падцягнуць, прыцягнуць, да, каб працягнуць сваё існаванне і ўсё ж такі пераседзець вось гэты пратэсны імпэт. Ну вось, Сергей, тое, што бюджэт Беларусі дэфіцытны і будзе дэфіцытны, да, на всю пяцігодку. На ўсю пяцігодку, дарэчы, рэжым плануе на пяцігодку. Ну да, само по себе это довольно, да? Да, ну, але анекдотично. Это ж палітыка. Трэба рабіць выгляд, што ты працягнеш яшчэ гадоў 30. Да. Хаця табе ўжо і 66. Да? Вось тое, што бюджэт дэфіцытны. І сёлета дэфіцыт, наколькі я памятаю, 2 мільярды рублёў. Да? Гэта увогуле нейкі паказчык слабасці рэжыма. Ці закрыць гэты дэфіцыт можна? Нет, ну это, в общем, ситуация достаточно обычная для Беларуси. Наоборот, скорее, последние несколько лет, когда у нас профицит был, она была не очень такой традиционной. Вот. Просто, как бы, да, действительно были источники, с помощью которых он погашался. Сейчас их, в общем, как бы осталось далеко немного. Вот, судя по всему, окончательно будет растрачен запас, который был накоплен, что называется, средства правительства на счетах коммерческих банков и Национального банка. Их там порядка, ну, там чуть меньше, чем где-то 2 миллиарда белорусских рублей, ну, то есть там 700 с чем-то в принципе, долларов. Эти 2 миллиарда... Они будут потрачены в течение, я думаю, этого года, по крайней мере, то есть целиком. Так планируется, и этого все равно не хватает, потому что еще порядка миллиарда необходимо будет занимать на внешних рынках, да. Как отдать? Внешний долг, конечно, да. Там сейчас ситуация тяжелая. Опять же, если говорить не на этот год, а в целом, да, то у нас, значит, еще когда мы ввели экономику на пальцах, там появился такой термин не пик платежей, да, а плата платежей по внешнему долгу. Вот, что как-то этот пик все не проходится и не проходится из-за того, что происходит постоянный ролловер этого кредита. И сейчас у нас такой, ну, типа пик вот этих платежей, он приходится на 2023 год. Там более 4 миллиардов долларов необходимо будет отдавать. Это порядка, по нынешним меркам, да, сейчас нагрузка на такова, что 7% ВВП необходимо изымать из экономики для того, чтобы расплачиваться по внешнему долгу. Ну, то есть это на самом деле чудовищно много. Калі шчыра, я належу до того пакалення, якое не памятае, калі ў Беларусі увогуле добра было з платежамі па знешнім долгу. Просто до 2006 года было все в порядке. Да, просто вот эта вот плата, яно рухаецца, і нам трэба ўвесь час знаходзіць гэта мільярды, і аддаваць там 3,5 мільярды там, за год. Ну, то бок платіць мы будем яшчэ доўга. Да, но ситуация же немножко поменялась. То есть сейчас рынок коммерческих долгов для нас практически закрыт. Ну, точнее, он по-прежнему доступен после размещения лета прошлого года. Он технически доступен, но процентные ставки там таковы, что, в общем, это безумие сейчас размещаться. Вот, они существенно выше, чем те, которые можно было бы получить у международных структур. Международные структуры, как мы сами понимаем, за исключением единственного источника, а именно фонда значит, стабилизации и развития. Один союзник застался у нас. Да, на самом деле так и есть. И там уже тоже, в общем, мы, по большому счету, ресурсы исчерпали. Ну, то есть это пока такая довольно формальная штука, но связана с тем, что у нас же есть две программы сотрудничества, которые, что называется, ongoing, которые продолжают быть. Это, и смысл заключается в том, что как работает вот этот
фонд стабилизации и развития, да, такой некий аналог, значит, как это, МИТУ, да, то есть аналог того, что у нас тоже есть свой МВФ, да, вот в ЕАЭС. Значит, и там, соответственно, есть, по той же логике, есть страновая квота, в размере которой ты можешь пользоваться ресурсами, так сказать, предъявлять на них спрос там, для каких-то антикризисных программ, еще для чего-то там, стабилизации бюджета, или как последний кредит был выдан как раз-таки исключительно на смягчение ситуации с внешним долгом. То есть это такой эвфемизм, который означает, что фактически нам выдали деньги для того, чтобы мы могли бесперебойно расплачиваться с Россией же. Вот. Так вот, мы сейчас уже выбрали этот лимит. Больше того, его даже немножко превысили, потому что использовалась часть лимита российского, перекинута была нам с самой же России. А дальше для того, чтобы пользоваться, придется принимать решения на уровне акционеров этого фонда, глав правительства, значит, его составляющих. То есть это весь этот ЕАЭС должен собраться и проголосовать, что как-то, значит, надо Беларуси больше, чем она может претендовать. Мне насамрэч гэта нагадвае крыху дырэктыўнае крэдытаванне, але пра яго, я думаю, мы паговорым пазней. Сябры, мы ў жывым эфіры, можна задаваць пытанні. На Ютубе ўжо пайшла зваротная сувязь. Адзін з першых каментароў: Сергей, зрабіце свой YouTube-канал. Сергей, людзі чакаюць. Планируется, скажите, что планируется. Да, и то, с чего мы начали, Сергей, объясните, каким образом правительство финансирует бюджетный дефицит. Вот как раз я уже рассказал, питание, да. Мы и значит, там гроши есть, в принципе. Нет, смотри, ты понимаешь, тут уже что нужно иметь в виду, что, в принципе, для экономики, остальной экономики, не государственного сектора, да, наличие бюджетного дефицита на самом деле благоприятная ситуация. То есть смысл же какой? Если ты имеешь профицит, это означает, что ты в виде налогов изымаешь больше, чем возвращаешь потом этими налогами в экономику. То есть ты подавляешь деловую активность. То есть наличие бюджетного дефицита – это стимулирующая мера на самом деле. Гроши укладываются в экономику, конечно, какие теперь просто лежат. Да. Вот. То есть, но на самом деле, конечно, рано или поздно все равно же его надо чем-то будет закрывать. То есть так долго это существовать не может. Сейчас просто, то есть смотри, чтобы совсем было окончательно понятно, появление дефицита бюджета в прошлом году и в этом, это на самом деле, как сказать, эпифеномен, да, это проявление вот этой вот вечной борьбы, вновь обострившейся между финансовым сектором и там реальным сектором. То есть у нас же давняя идет борьба людей, которые периодически кажется, что их наконец победили уже окончательно, уже вроде бы все аргументы предъявили. Нет, они все время всплывают и говорят: вы что-то там, какую-то, значит, там монетаристы засели в Нацбанке, что-то вы денег не даете, а сейчас действительно Нацбанк денег не дает. Опошних сил трымается. Это именно так, да. И, кстати говоря, вот 15 числа, когда Калаур ходил к Лукашенко, там же как раз именно этого числа, когда не состоялась эта отставка, которая... Отставка не отбылась, але отбылося решение о продлении этого срока, о том, что приостановлены вот эти операции, прекращены операции предоставления ликвидности. Нет, это не Межбанк, это операции предоставления... Когда ты можешь прийти в Нацбанк, коммерческий банк, за деньгами. Вот. То есть, да, денег он действительно не дает, но по понятным причинам. Вот, потому что нельзя эти деньги давать, потому что деньги моментально окажутся на валютном рынке. Даже не вопрос не в инфляции, а просто это будет игра с заемными рублями против рубля же. То есть нет такой процентной ставки, которая могла бы сейчас, скажем так, остановить спекулятивную игру, понимаешь? То есть для любого экономического агента понимание того, что ситуация достаточно хрупкая, она означает, что можно просто взаймы взять деньги, совершить атаку на рубль, да, и... Ну, то есть ты берешь в годовых, а если эта атака случится в короткий период, то ты заработаешь, там, условно говоря, ну, представь, девальвация произойдет, например, 20%. Да? Если она случится, скажем, за месяц в течение пользования твоими деньгами, то какова должна быть процентная ставка? Да, она должна быть сотней, процентов, понимаешь, для того, чтобы тебе это было невыгодно. Это нереально, потому что вся экономика просто будет... стоять, да, то есть не способны... Все будут чекать девальвацию. Да, совершенно. Ну и плюс такие процентные ставки, если они станут рыночными, они просто убьют любую деловую активность. Поэтому сейчас происходит вот такая ситуация. Никому на рыночных основаниях не даем, а даем, что называется, из-под полы, вот как эти акционы происходят. Да? Ну, насамрэч, что дают. Ізноў жа я згадываю дырэктыўнае крэдытаванне, але давайте все ж таки пазней. Давайте звяжем бюджет с протестами зараз, паспрабуем. Вось такое пытанне, да? Шмат казалі ў мінулым годзе, што каб пратэст быў паспяховым, каб выйшлі рабочыя,
Настаўнікі, дактары, трэба, каб бюджэтнікам спынілі плаціць заробак, трэба, каб на заводах все стало дрэнна, да? Ну, бок бюджэтнікі мусяць застацца без грошай. Бюджэт стратны, дэфіцытны, але, як мы высветлілі на пачатку, ёсць чым гэты бюджэт на год примерно хватает, да. Гэта значыць, што ўсё ж таки не будет такой ситуации. Ну, во-первых, я не уверен, что вот эта логика, как сказать... Спрацует, да? Да, что, во-первых, значит, мотивом выхода на улицу или куда, я не знаю, то есть вот эта вот формулировка «выйдут рабочие», да, то есть, во-первых, я не уверен, что эта логика не то, что сработает, я не уверен, что она когда-либо работала. То есть у нас же до сих пор существует вот эта мифологизация, дай бог памяти, 92-го или 1-го года, я уже точно не помню, когда все бегали, ему было на 3 дня. Да, и лебеду ели там, и лебеду, мама Качанова. Да, все вот это вот, да. Ходили без штанов и в лаптях. Значит, вот, и тогда действительно были рабочие там МАЗы, МТЗ прямо на площади Ленина тогдашней, да, и, значит, там правительство в отставку. Вот. На самом деле эти протесты были вообще не связаны с как бы бедственным экономическим положением, это было частью... Теперешние протесты. Те. Да, не были частью как раз экономического протеста, а были частью, скажем так, политической борьбы, в том числе вот этой вот объединение красных директоров против тогдашнего правительства. И с тех пор, в сущности, мы больше не видели никакого рабочего движения. То есть оно как и не было из-за экономики, так, собственно говоря, и нынешние протесты не были связаны ни с какой экономикой. Я, опять же, не очень люблю термин протеста, я постоянно про это говорю, скорее это демонстрации, манифестации, но они вовсе не были экономическим, как бы, то есть экономика была фоном. Да, первая мотивация была украденные выборы, второе – возмущение неадекватным применением насилия, эскалацией этого и пытками, которые страну ужаснули там на 3-й день. Вот. Я думал, что ты абсолютно на іншую думку выйдешь. Я думал, что ты выйдешь на думку, что вось гэты траўматычны ўспамін про 90-е, ён не дасць людям канвертаваць нейкія страты у заробку фінансавыя у пратэсную актыўнасць ці ў дэманстрацыі, як заўгодна можна назваць. Маўляў, да, мы страцілі, але нешта ж засталося, і это ж не так, як у 90-е. А калі мы выйдзем і разбурим, то будзе... І вот тут вот выключаецца гэты міф. То будет так, как в 90-е. Как сейчас ходит по интернету коротенький кусочек, вырезанный из тайных пружин политики, значит... Из тех еще, легендарных. Нет, современных, этих, да. Которые станут современные. Это уже «Сын за отца», да, как мы знаем, такой фильм был. Вот, так, и там очень коротенький такой эпизодик. Значит, вы же представьте, что будет, если они, ну, имеется в виду кто, придут к власти, уже сейчас на улицах начнут рваться там трубы, значит, да, там... будет сидеть без отопления. Без отопления. Ну, собственно... Як Жихар Малиновский прочувствовал на себе. Вот, то есть, ну, это из серии, как это, народ может подумать, что фашизм вернулся, да, там еще что-то. То есть, это вот классический прием проговаривания. Я к чему? Что... Мне кажется, что 90-е уже вернулись, в принципе, по добробытию. Да, 37-й скорее вернулся, чем 90-е. Да, знаешь, как есть такая тоже хорошая шутка, как пишут погоду, да? На улице 2021 воспринимается как 1937, да? Вот. Ну, или 34, например, если брать другую страну, с которой сравнивать. Вот. Слухай, ну, ладно, экономичный чинник не будет... Опять же, понимаешь, я, во-первых, не очень уверен, что, как сказать, что... Еще раз говорю, все-таки то, что ты называешь протестной активностью, я называю вот этой вот манифестациями, да, они же ведь играют роль не какого-то там инструмента давления там или что-то в этом духе, да, то есть понятно, что хождение, как сейчас многие говорят, ну и чего вы там типа добились, да, вот они же не для этого были, они были не для того, чтобы как бы власть свалить, да, они выполняли совершенно очевидную и простую задачу, а именно вот это вот терапевтическое как бы ощущение, самоощущение того, что впервые большинство на нашей стороне, впервые правда на нашей стороне, ну и сейчас, как в общем, всем понятно, то есть это ситуация, когда, то есть нет вот, как сказать, моральной вот такого амбивалентности, да, то есть четко понятно, как бы,
Где зло, где добро, да? Вот. И впервые, значит, добра больше на самом деле. То есть вот какую функцию это выполняет. Понятно, что для того, чтобы какая-то, я не знаю, там смена власти произошла, нужны еще много всяких других дополнительных условий, связанных, например, с той же самой лояльностью элиты, или, как теперь мы понимаем, все свелось к последнему ОМОНовцу. Вот. И в сущности, пока у них там все будет в порядке, то, значит... президент ОМОНа. Это расхожий вырос. Да, именно так. Это, кстати, очень хорошо... Понимаешь, ведь то, что сам Лукашенко об этом сказал, это на самом деле очень такой говорящий сигнал, да. То есть у него же периодически он все время пытался, так сказать, репрезентировать большое общество. Да? То бишь все годы, что делала власть, и, кстати, достаточно успешно, она маргинализовала своих оппонентов, да, по тем или иным там причинам. И каждый раз, ну, то есть, понимаешь, у людей же работает этот вот психологический феномен присоединения к большинству, да? Ну что там эти вот, значит, они там выходят, их регулярно бьют, там, а нас же не бьют, нас же кормят, там, да, все в порядке. Да, сейчас ситуация... Вторую оппозицию и сейчас совершенно четко видно, как сжимается вот этот вот круг, кого Лукашенко репрезентирует, понимаешь? Несмотря на все эти попытки изобразить какое-то большинство, да, мы же видим, насколько, ну, ничего больше нескольких десятков людей, да, не получается ни во время этого срежиссированного обращения во время Нового года, да, когда идет выход, разрушение четвертой стены, да, это театральный прием, а там все они. Все свои. Да. И появилась только новая, у президента ОМОНа же появилась сейчас жена ОМОНа. Ну, вот это вот Юлия Артюх. Яшчэ былі апошні ОМОНовец, апошні доктор. Да, ну доктор уже пропал, уже только остался, да, уже остался только ОМОНовец. Давай вернемся в экономичную тему. Давай. Добро. Я просто к чему, что на самом деле человеческий ресурс – это же тоже ресурс, кадровый ресурс, понимаешь? То есть у любой власти, да, то есть главное же не то, что она может заставить что-то делать. Да? Понятно, что там как бы побить, посадить, да, там как-то нет такого народа, который не мог бы посадить в Бастилию, говорил Ришелье у Дюма. Да? Это не ресурс. Да? То есть насилие не мотивирует. Да? Там страх не мотивирует. То есть главный ресурс, который есть у власти, это желание, то есть вот, то, что называется легитимностью, это желание подчиняться добровольно, да, то есть как бы следовать нарисованным этим самым гайдлайнам. Сейчас мы видим, насколько этот ресурс стал, то есть узким, да, то есть кроме вот, может быть, тех людей, которые, что называется, до конца, и вот этих вот красавцев, да, которых там не забудем, там в долгу не останемся и так далее. Работайте, братья. Да, то есть все, я уверен, что весь госаппарат, который сколько-нибудь вменяем, да, они все прекрасно осознают, что ныне за ситуация. Они все прекрасно понимают, какой результат выборов был, да, разгромный. Значит, и просто все, ну, как бы с интересом ждут, какой же, может быть, еще найдется трюк у Лукашенко с тем, чтобы, я не знаю, что сделать. Ну, то есть что он может сделать? Убедить кого-то, что... Ой, вы знаете, там, как бы, давайте перевернем страницу, там, отправим этот год в прошлое, как он говорил во время новогоднего обращения, или еще что-то в этом духе. Не бывает примирения, да, с, как бы, ну, то есть, примирение кого с кем? Власти с народом, предположительно, да, когда ровно в этот же момент работают дубинки в Уручье и Новой Боровой, понимаешь? Ну, принципе, ровно в момент объявления этого тезиса. Уже больш-менш зразумела, насамрэч, механізм, паводле якога ўлады імкнуцца выпутацца, прынамсі ідэалагічна, з крызіса, яны проста у сваіх недахопах абвінавачваюць сваіх апанентаў і імкнуцца гэтую думку поселить у массовой сведомости. Но это по поводу того, что, видимо, Тихановская уже пришла к власти, и поэтому город остался без отопления? Да. Или это Байден, наверное, уже гадит? Гэта хутчэй наконт того, что про причины протестов, демонстраций, да, все улады не кажуць, а яны кажуць про наступствы. А наступствы, ну, гэта пачалося нават, паглядзіце, праз каго небяспечна гуляць по улицам Минска. Звонки в милицию. Стоп, секундочку. Мы хотим по выходным хорошо выйти на улицу, погулять, а нам не дают. А кто вам не дае?
насамрэч небяспека сыходзіць самая вялікая і самы вялікі гвалт ад сілавікоў. Именно Але так. гэта перагортваецца на тое, што небяспека і гвалт сыходзяць ад пратэстоўцаў. Яны быццам бы прычына. Да? І мы насамрэч назіралі вось гэты прыём наскрозь, абсолютно во всем. Ну, в экономичном слушай, погоди. разрезе, Вот по поводу как раз небезопасности на дорогах, да? на улице. Да, на и тротуарах, да. Ну, извини, мы же помним, что слова Лукашенко о том, что я не хочу, то есть люди могут увидеть, значит, этих там чернорубашечников на улицах и подумают, что гестапо вернулось. Простите, гестапо вернулось раньше гораздо, чем какие-либо протесты начались, да? То есть что там было? Вспомни, массовое задержание во время очередей за подписями в закрывающийся Симбольбай. И когда была... И когда, да, совершенно верно. То есть, не, простите, ребята, мы как бы хронологию событий помним, поэтому не надо нам рассказывать, что это все... Тебе забывают потиху. Да? Надо напоминать, значит. Значит, надо напоминать. Нано и нано. Маеш рацию. Вертаемся, хочу все ж таки вернуться до экономики. Ці можа скласціся такая ситуация, что все ж таки экономика Лукашенко будзе адчуваць нейкі недахоп сродкаў, и, так она уже их, судя по риторике. Мы скажем, что в бюджета хапае. У прынцыпе, там беларусы были покупниками валюты у мінулым годзе, причем с даволі істотным вынікам 1,6 миллиарда, здаецца. Да, и причем это же впервые за много лет. Да. Але гэтая экономика вытрывала, у прынцыпе, да. Ну, не берем девальвацию 22% до доллара, ну ладно. И примерно столько же потерю в процентах золотых резервов. Вось, значыцца, але ці можа Лукашенко взять и вырашыць так: я за першыя паўгода трачу все, что есть, а далей мы не ствараем таким чынам нейкую крытычную ситуацию в беларускай экономіцы, то бок, умоўна кажа, вбухаць весь годовой бюджет за полгода, а далей трава не расти. Уже все, протесты улягутся, все зразумеют, что нет, нифига, режим не куляется, не куляется. Погоди, стоп, тут же ты вроде бы сам себе противоречишь. Ну, а там далее кульнется, все уже. Стой, если задача все-таки у них сейчас обвинить в последствиях там, значит, противников режима, да, то тогда, подожди, наоборот, они должны как бы говорить: смотрите, вы видите, значит... Это говорить они так не будут. Это не, стой, это все Тихановская за границей, там Латушка, не знаю, кто там еще, Цыпкало. Там... Конечно, интернет отключили за межи. Ну да. Экономичный кризис, про санкции. Я же говорю, никто не кажет, что санкции про фальсификацию выборов. Подожди, я хочу продолжить эту мысль тайных пружин. Да? Как бы без отопления тоже Тихановская оставила? Обама. Да, то есть там же ключи от, знаешь, как это, почему у вас, извините за выражение, значит, нагадили в подъездах, да, это потому что ключи от домофона от президента к президенту американскому передаются, вот да. Это универсальный ключ. Да, Обама, да, skeleton key, как, значит, у них это называется, совершенно верно, который открывает все двери. Не, понятно, что всегда во всем виноваты внешние силы, это понятно, но как бы мы же понимаем прекрасно, что нынешний кризис, он совершенно рукотворный. Еще раз, не надо, как бы, вот что бы ни говорила, как сказать, пропаганда, да, и все остальное, необходимо понимать, что все абсолютно то, что мы сейчас имеем, является единственным следствием одной единственной причиной. Желанием нарисовать себе 80% 9 августа. Все. То есть и дальше, знаешь, как это, как я там где-то в Твиттере написал, что они просто хотели нарисовать себе 80%, а дальше понеслось. Дарэчы, 2000 глядзіць нас зараз на Ютубе, гэта круто. Подписывайтесь на YouTube-канал Еўрарадыё. Сергей, хотя и редко, але до нас приходзіць. Да, не часто в последнее время. Является вельмі популярным гостем. Можно задавать пытанні у каментарах, але я не паспяваю, на жаль, задать их Сергею, потому что мы размаўляем их интенсивно, але я ўсё бачу. Я думаю, что мы до их дойдем. Вось гэтую прычыну пратэсту выносіць, прычыну дэманстрацыі выносіць задушкі. Мне здаецца, што менавіта гэта самы асноўны прыём, паводле якога працуе сёння праваладная прапаганда. І в прынцыпе, мне здаецца, што ты згодны.
А не, ну слушай, ну это прием старый как мир, Так да, я не кажу, что из серии, знаешь, как это, ну, если продолжать вот мою же старую и очень рабочую аналогию с домашним насильником, да, это какого черта ты жаловаться пошла? Понимаешь? Ну да, правильно. То есть, подожди, и как бы... І мы это читаем, дарэчы, у Конечно. адказах міліцыі, Да. калі яна адмаўляе, вы ішлі на пратэсты? А что вы хотите? А что тогда? вы хотели? Вы ведали, Да, что да. там вас могут там кто ведал, что там Нет, стоп. человека могут светло-шумовую погоди, гранату так, кинуть? так погоди, так в этом же и прикол, да? Кстати говоря, это то, что роднит сейчас поведение наших силовиков и российских силовиков. Не выходите на улицу, потому что вас там побьют. Вопрос, кто побьет? Так мы же и побьем. Ну да. Ну, то есть, отличный аргумент. По закону. Слушай, сейчас... Не, ну погоди, сейчас закон – это слово, значит, иногда как бывает не до закона. Это вот ровно нынешняя сейчас ситуация. Как написал Максим Половинка у себя в Фейсбуке, очень хороший там такой допис у него был, где он говорит, это же классический... То есть мы вернулись во времена частного права. То есть когда закон к праву уже отношения фактически не имеет. Вот нужно для какой-то отдельной категории, значит, прописать там, что этим можно, а вот этим нельзя. Так и делается. Так отбывается. Да, и потом, а дальше можно говорить, это по закону. Давай примем закон о том, что, скажем, если ты ебатька, то ты можешь медика, со стягом, значит, на незарегистрированном пикете. да, или там, как особенно мне нравится, эта тема там, зачем вы привлекаете детей? Русская, кстати, тема тоже, да, еще одна параллель. И, конечно же, нет, мы же так не делаем, да. То есть, это другое. Да, это другое. Вы не понимаете, это другое. Да, это именно так. Ну, яшчэ, мне здаецца, адзін механізм, які выкарыстоўвае прапаганда, это чыстая хлусня. Прыведу прыклад. Да Лукашэнкі прыходзіць са справаздачай, мне здаецца, міністр прамысловасці ці кіраўнік Беллесбумпрома і распавядае, які паспяховы ў яго канцэрн і што дрэваапрацоўка... Да, это Лесбумпром, да. Гэта, дарэчы, ўжо рэпліка Лукашэнкі, што дрэваапрацоўка, вось нас папракалі, што мы укладаем грошы. Он уже второй раз об этом говорит. Он уже второй... У него же за полгода 2 совещания было по деревообработке. А яна вось нарэшце, вот, да. вот. І праз пару дзён мы бачым дакумент, паводле якога добружскаму там папяроваму камбінату ізноў спісваюцца крэдыты, ізноў дае, здаецца, Беларусьбанк чарговыя мільёны долараў абароткі, каб увогуле існаваць, да? Ну і вот эти два побач постав, это просто супрацьлеглый. Нет, здесь же, понимаешь, здесь нужно понимать одну очень важную вещь, что деревообработка это вот как бы это для Лукашенко святое. Да, почему? Потому что это был идеальный кейс. В принципе, это был идеальный кейс. Да? Отрасль, где сырье отечественное, импорта не нужно. Само растет, да, возобновляемое. Сами перерабатываем. Створить. Да. И можем продавать там мебель, ну, то есть вот отсюда же шло вот это запрещение экспорта леса-кругляка там и так далее. Да? Будем производить ДВП, там, правда, так, что будем производить, что рынок весь, цена упадет в 2 раза, или там еще что-то. Отлично. Ну, да. Вот. Все то есть, в принципе, должен был быть идеальный случай. Если здесь не получилось, то уж, ну, где еще, понимаешь? Ну, с его точки зрения, что как бы доллары не тратим, за валюту продаем. Прекрасно. И нет, и в итоге загнали все эти 9 предприятий, да, в ситуацию, которую они там с этой модернизацией с тех пор больше в бюджет не платят ничего, а только постоянно просят есть. Для него это больно, потому что это его была идея. Понимаешь? И поэтому он вынужден рассказать, ну нет же, они же там что-то дают. Ну правда же, что мы можем из щепы, из отходов, из некачественной, как вы говорите, древесины, я сейчас цитирую это совещание, которое было точнее, не совещание, там вице-премьер и министр пришли, да? Ну вот же мы же пилеты, можем говорить, ну правда же это прибыльно, ну правда же мы этим можем топить, да, там, отапливать города там и так далее. Что-то позабытая идея, значит, электрического отопления. Только-только он был на горизонте, где ему презентовали новый инновационный построенный горизонтом этот электроотопители, да, значит, электрообогреватели. Телевизор лазерный, запомнил все, але ладно. А там было, среди прочего, еще и то, что был вопрос про АЭС, и что ну вот мы же разработали, да, и там, ну такая, знаешь, что называется, теннисная подача, чтобы принял и сказал, ну да, конечно. Ну добра, вось гэтая падтрымка дзяржпрадпрыемстваў, про якую мы только что. І гэта скразная рэч, это дрэваапрацоўка, да, іншыя сферы абсалютна, да. Наколькі я памятаю, улады хацелі
у мінулым годзе увогуле скончыць дырэктыўнае крэдытаванне. Быў раней такі план, але ў выніку 2,4 мільярды рублёў усё ж таки Да. патрацілі. Там Наколькі гэта абцяжарвае беларускую эканоміку ў 2021 і гэтак далей? Відавочна, што ўлады не адмовяцца ад того, каб фінансаваць гэтыя стратныя прадпрыемствы за кошт тых, хто яшчэ ўсё ж таки... Не, понимаешь, тут ситуация какая? за наши податки. Тут еще раз говорю, я повторюсь, да, тут ситуация какая, что, значит, директивное кредитование, там, условно говоря, 19, 18, там, 16 годов, да, вот когда у нас был первый точнее, вот это как раз ЕФСРовский кредит, да, как раз где появилось контрольным параметром размер этого, значит, директивного кредита, которое должно было в ноль сойти уже в 2020 году. Тем не менее, мы поставили 700 миллионов, а потом в 2 раза увеличили, а потом в итоге и в 3 раза увеличили. 2400. Вот, просто еще раз говорю, это 2 разных директивных кредитования. Одно дело, когда ты имеешь нормальную экономику, которая, в принципе, где у тебя это директивное кредитование выполняет функцию, как сказать, ну, портит рыночный механизм распределения ресурсов, да? То есть у тебя, в принципе, ты добился, наконец, доверия к белорусскому рублю, у тебя нормальные процентные ставки, ты можешь управлять денежным предложением путем как раз вот, ну, регулирования, значит, этих процентных ставок, да, то есть, грубо говоря, величина коммерческого кредитования растет, и поэтому, как бы, могущество денежных властей того же Нацбанка увеличивается. И вот, а то, чего им не управляется, потому что эти директивные кредиты, они, короче, там 80% это просто указы Лукашенко. Вот. И, соответственно, Нацбанк на это влиять вообще никак не может. Ну, представь, у него задача таргетировать денежную массу, а у тебя она вот, оп, да. Увеличилась на 2,4 Так это одна ситуация. рублей. Но нынешняя ситуация такова, что рыночное кредитование отсутствует. Оно выкинуто. Да? И в этом смысле кредиты директивные – это единственный способ хоть как-то чего-то в экономику отдавать на самом деле. То есть это совершенно другой феномен. Здесь не просто они от него не откажутся, потому что как бы надо бы, это такая плохая штука. Это единственная сейчас штука. Потому что позволить вернуться к рынку сейчас невозможно, еще раз говорю. Именно это вот то, что называл... по-моему, Бирок, да, значит, у них такой был красивый репорт «Экономические последствия политической нелегитимности». То бок, у прынцыпе, дырэктыўнае крэдытаванне – гэта рухавік. Это такой стоп-гэп мера, это, как сказать, это костыль, без которого просто экономика сейчас вообще не остановится. Не, ну так было и ранее. Нет, так не было раньше. Еще раз говорю, что довольно успешно Нацбанк все-таки балансовал и уменьшал необходимость этих кредитов. Ну, але ўсё ж таки по-ранейшаму яно стварае нероўныя умовы, напрыклад, для прыватнага сектора. Да, именно. Так вот тут же фокус... Нават у той же дрэваапрацоўцы. Я бы сказал даже так, что мы сейчас вообще произошло обнажение приема. То есть если раньше еще как бы на рыночных основаниях кредит был доступен для частного сектора, да, то сейчас он практически закрыт, и деньги выдаются только вот из-под полы, да, такими вот частными решениями. И вот, собственно, вот этим вот, как бы сам Нацбанк решает, кому давать каким банкам, и, соответственно, мы этим банкам указываем, кого кредитовать. И чаще всего это, как ты правильно заметил, не производственное вложение, а что? Давайте покроем, давайте, значит, отсрочим, давайте за них заплатим и так далее. Как мы знаем теперь, что примерно только 10% сумели найти хозяйство Витебской области на оплату вот этого каравана, значит, тракторов, которые сейчас успешно под снегом стоят на площадке в Глубоком. Да, это эпично, конечно. Але с пропагандистского глядзішча, видать, цалкам апраўдана. Ну, проехали под камерами. Нет, да, там прекрасно было, там, конечно, да, знаешь, с флагами, там да. Такое ощущение, как, знаешь, как смотришь, как парад на Красной площади, да, то есть прямо вот, ну, в 41-м году, я имею в виду, что и сразу на войну, типа, вот мы как бы на гибель, короче, отправляем. Такую, ну, ладно. Пытанне, пожму руку последнему предпринимателю, что с гэтай установкой зараз, то бок, наколькі
прадпрымальнікі цяпер Очень хороший вопрос. іх унёсак Очень хороший у вопрос. эканоміку, да? С аднаго боку, мне здаецца, нянавісць да іх, ну вот маё стаўленне, яна засталася, з іншага боку яна нават на словах ёсць, але грэбаваць гэтым сектарам і выціскаць яго. Нет, смотри, значит, как бы недоверие к предпринимателям было, конечно, с самого начала. Другое дело, что сама логика развития белорусской экономики привела к тому, что их начали воспринимать даже не как там неизбежное зло, да, потому что, помнишь же, у него же всегда, господи, все годы была эта фраза, что вот же мы же сделаем так, чтобы людям было хорошо, а они же набьют свои карманы. Ну, человек просто Адама Смита не читал, я уже как-то в своей передаче говорил, что его экономические воззрения, это до научно-экономического воззрения, до трактата о богатстве народов Адама Смита, который показывает, что неожиданным образом как раз-таки желание набивать карманы не может быть иначе в рыночной экономике реализовано, как нанесением пользы других людей, производством товаров и услуг, те, которые находят спрос, которые в конечном счете людям нужны, а не производством понтов, которые в основном производит государство. Так вот, но просто смотри, как долго, как это происходило. То есть, когда экономика развивалась, у властей находились способы, как обеспечивать, ну, там, минимальную лояльность, да. То есть, мы здесь посоздаем льгот, да, мы там сделаем здесь такой загончик, да, там СЭЗы, Белорусский парк, да, сделаем ПВТ даже для этих там яйцеголовых, как Лукашенко, вспомни, в 2017 году описывал процесс принятия декрета номер 8, да, и как он в прошлом году рассказывал, да что же это такое, я же их там левой сиськой скормил, я сам это все сделал, они, твари неблагодарные, значит, так себя повели, вот, буржуйчики. Да? Вот это вот, это, то есть произошел такой важный, что ли, ну, такой поворот, да, то есть от их абсолютного непринятия до к пониманию, что они все-таки нужны. И во многом это единственное, что обеспечивало экономический рост. Вспомни, у нас же половина роста обеспечивалась этим несчастным ПВТ, который 3% занятости в экономике составляет, да, всего лишь. Вот. И, ну, то есть, важно было только... Давайте попробуем так, чтобы воспитать у них психологию не независимых людей, а психологию бюджетника. Я ж там регулярно их гнобил льготники, да? Льготники, да, так. Именно так. Залежные люди, фактически. Конечно, вы должны быть благодарны. Александр Ильич, спасибо за детство счастливое наше. Ну, в принципе, Виктор Прокопеня, мне сдается, Конечно. ровно займал вот такую риторичную позицию. А если позицию. только он, там и Олейников, и Гурские, там все, короче. Но вопрос не в этом. Просто, понимаешь, отношение к частному сектору было такое, что когда стало понятно, что экономического роста государственным сектором обеспечить не получается, а он больше кушать просит, чем там пользы приносит, то тогда частный сектор, который был единственным растущим, воспринимался как выполняющий важную, но расходящую задачу, а именно, то есть государственный сектор поневоле сокращает свою работу, сокращает занятость, частный сектор создавал новые рабочие места, которые могли их поглотить, да? То есть в этом смысле они вписывались как бы в систему, то есть занимали место в государственной вот этой иерархии. И за это им готовы были давать вот эти вот послабления, которые тем же в 2017 году, помнишь, декрет был о раскрепощении деловой инициативы, потом его, правда, переименовали, но мне больше нравится вот это крепостническое наименование раскрепощение. Вот. А что случилось в прошлом году? Внезапно, как говорит Селивестов, нам никто не обещал коронавируса. Кто первым делом страдает, кого начинает поддерживать государство? Как Лукашенко выступал? Говорит, если же у меня там Белави или у меня там, значит, Белаз там и так далее. Понятно, кого я поддержу. Частники, идите себе в карманы, там кубышки открывайте, там, значит, с Гоа что приезжайте. Что, вы не накопили на кризис? Да, действительно. Ну, действительно, вы же в Беларуси працуете. Секундочку. Это так, но ровно такой же вопрос можно задать и бюджету. А вы что, не накопили конечно, на кризис? Это же вы же, по сути, бюджет и есть тот кризис. Фонд, который там, да, и должен для этого быть. Так вот, и как только стало понятно, что частники сейчас сами находятся в том положении, когда им нужна помощь. А помощи этой нет. Там же был этот пресловутый указ, который они продлили еще на полгода его действия. Значит, там льготы по аренде там, и так далее, да, но там рассрочка даже, там не отсрочка и рассрочка, а не даже списание. Там получается, что
короче, если делить количество денег помощи на количество тех, кому помогли, там что-то порядка 4000 рублей в среднем на каждого. Ну, то есть это Ну да. вообще ничего. Вот. И как только стало ясно, что частный сектор сам находится в тяжелом положении, соответственно, он уже не выполняет эту функцию ни экономического роста, ни обеспечения создания новых рабочих мест, все, Пачаў свободны. быць непатрэбным, але ўжо И, па в іншых итоге мы совершили полный круг. Вот с чего начали пожать руку последнему предпринимателю, так к этому же пришли. снова уезжаеце. Да, именно так. Лишние люди, как выразился небезызвестный 40 персонаж. хвілінаў мы ў эфіры. Ну давай да пытанняў, у прынцыпе, з апошніх пачнем адматваць. Когда прадаваць долары, ладно, мне здаецца, ўжо інтуіцыя мусіць працаваць. Які гарызонт цяпер у гэтага рэжыма? Ці можаш ты сфармуляваць? Я разумею, што прагнозы это неўдзячная справа, але мы з табой, як я песіміст быў, а ты оптыміст, размаўлялі минулым разам. У прынцыпе, мне здаецца, што насамрэч змянілася з таго часу не шмат. Вось. Але горизонты, я бы сказал так. Сейчас горизонт событий, да, как Event Horizon, как значит, в релятивистской физике говорят, да, он на самом деле действительно очень короткий и даже не только для властей. То есть политическая неопределенность столь велика, что все абсолютно агенты экономические, неважно это государственный, неважно это бюджет, неважно это частные, там, отечественные инвесторы или иностранные инвесторы, у них горизонт планирования буквально несколько месяцев. Только у Лукашенко 5 годов. А это, понимаешь, это же, ну, как сказать, это же имитация. Ну, и вы планируете, да? Да, и вы говорите. И вы говорите. Да. То есть, как бы, мы должны там нарисовать, что у нас там планы на 2, там, и утвердить эти планы всебелорусским собранием. Ну, проведем его. Как будто у нас есть вот это вот, знаешь, там, с точки зрения вечности. Вот. А на самом-то деле, еще раз говорю, проблема заключается в том, что кризис нелегитимности, который не устраняется, знаешь, там, попытками делать вид, что там, оп, все, у меня инаугурация, все. Как бы, да? Или там... Или зараз мы проведем всебелорусское собрание и утвердим итоги. Да, например. Ну, то есть, как бы, понимаешь, этим ничего не меняется. Вот. Горизонт планирования короткий, але... Он меньше года, это однозначно. Это буквально несколько месяцев. Да? То есть, мы сейчас имеем полноценную потребительскую рецессию, мы имеем полноценную инвестиционную рецессию, когда сворачиваются инвестиции. То есть, темпы сокращения инвестиций в основной капитал такие, что они там, ну, если брать последние полгода, ну, может быть, даже там с августа, да, то есть вот с конца лета, да, они рекордные вообще за всю суверенную историю там Беларуси, условно говоря. До речі, коронавірус крыху падмог рэжыму, ўсё ж таки спажыванне алкаголю дуже выросла за 2020 год, там акцизами собрано больше. И количество, кстати, смертей от алкогольных отравлений выросло. По некоторых областях рост у 1,5. Да, гигантская величина. Далее до пытання. Ну, пытання, калі ўжо будзе батл Чалы versus Шрайбман. Пакуль што таксама... Так а о чём там спорить? Можна матаць на ус. Шмат пытанняў пра тое, што будзе з Нацбанкам, но я думаю, што складана сказаць. Адстаўка Калаура не принята. Нет, ты понимаешь, в чем дело? Ситуация же ведь такова, что власти находятся в очень тяжелом положении по поводу Калаура. Примерно вот в некотором смысле Калаур это такой же символ, как Навальный. Значит, вот он есть, что с ним делать? Хотелось бы посадить, но с другой стороны ты понимаешь, что ты себе хуже сделаешь. То же самое с Калауром, да? Хотелось бы уже... Вот как-то уже хотелось бы заменить его на креатуру там, значит, Надежды Андреевны, да, мы помним. Вот, ну, ее-то, конечно, ставить не надо, потому что негативный опыт. И она уже была. Но... И плюс мы знаем, что это было, да? Угу. Зарплата, вот как зарплата, может быть, заработана и так далее. Так вот, понимаешь, и хотелось бы его убрать, но, с другой стороны, все прекрасно понимают, что в день же, там, в час, когда будет объявлено, что, значит, вот она принята отставка или как, или там отправлен в отставку, значит, Павел Владимирович, ребята, да. Значит, для потребителя совершенно однозначный сигнал означает, что, как сказать,
последний бастион, да, который защищал вот эту вот финансовую стабильность, да, он сломлен. Ну, вот как бы... Зразумела. Давай далей. Ці будзе у нас концлагер? А? Ці будзе у нас концлагер? Тут яшчэ ёсць згадкі про Венесуэлу и Молдову. Я вот сегодня уже говорил эту тему, сейчас попытаюсь значит, объяснить свою логику. Вот сейчас же много говорят о строительстве, какие-то сливы там голосами похожими на реальных людей, да, скажем так, осторожно, о том, что планы по строительству вот этих вот там фильтрационных или там концентрационных или еще каких-то лагерей, да, значит, они предшествовали событиям разгонам 9 августа. Быў хутка ўзведзены нейкі лагер, дзе нават пабывала нейкая частка людзей, але калі 14 жніўня все ж таки быў адскок ад гвалту і всіх выпускалі, яго тэрмінова дэмантавалі. Легенда такая. Не могу не опровергнуть, не подтвердить. У меня вот какое, значит, сейчас, значит, знаете, я очень люблю метод исторических аналогий, мой учитель его научил. Значит, смотри, ведь дело в том, что планировавшаяся до выборов идея вот этих фильтрационных там или концентрационных лагерей, да, значит, она же, ну, то есть, если пользоваться аналогией, вот, если сейчас не 37-й, а 34-й, да, ты понимаешь, про какую страну я говорю. Украину, да. Она подразумевает... То есть, это решение такое, на самом деле, просто чтобы было понятно, концлагеря сейчас не должны пугать. Вот о чем я говорю. Ребята, мы давно уже прошли этот этап. Секундочку, понимаешь, что такое? То есть, грубо говоря, вот давай посмотрим на историю нацистской Германии, да? Сначала мы изолируем, там в трудовые лагеря, еще какие-то неблагоприятное население, да? Лишних людей условных, которых мы так называем, да? Или после мы их будем забивать? Нет, секундочку. И так же длительное время было. И окончательное решение еврейского вопроса было гораздо позже, чем вот создание этих лагерей. Оно же было не только для евреев, там же были там и ЛГБТ, и, значит, и прочие всякие там... Иншие национальности. И в целом, да, как бы... В общем, те, кто были деструктивными там и прочими элементами. То есть я к чему? Что идея как бы подпитываться там 34-м еще каким-то годом, да, она была. Но она полностью была отринута в первые 3 дня вот этой вот эскалации насилия. На минуточку. Если предположительно это правда, что замминистра МВД, придя к личному своему составу, передает слова предположительно своего шефа о том, что, ребята, значит, применяйте нелетальное оружие в упор, что означает убивайте, потому что именно так погиб Тарайковский. Просто да. Такой эвфемизм. Да? Сделать так, чтобы там, что там, стреляйте ему, значит, в голову, чтобы пол мозга там не осталось, понимаешь? Оживет. То есть, либо превратить, ну, то есть, вывести из строя таким образом, чтобы он не вернулся в первоначальное состояние. Вот так об этом говорится. Ребята, это уже не концлагерь. Это уже окончательное решение еврейского вопроса. Вот мы проехали этап концлагерей. Ага, вот так. Я думаю, як же выкруціш ты так, что концлагер это добро? Ну, мы проехали уже его. А просто коли нема концлагера... То есть теперь уже нужно строить не фильтрационные лагеря, теперь уже нужно строить лагеря смерти, понимаешь, по логике, после окончательного решения. Угу. Можно стрелять же и выводить из строя не только на улицах и убивать. Кстати, можно же и в печах. Пропустили мы свой шанец на концлагер. Да? Это не мы пропустили свой шанс. Ну, фактично мы. Это ж нам. Ён призначаўся. Тогда слово «шанс» здесь не годится. Ну, шанс, потому что теперь з нами іншими разбираются сродками. Так. Пытанечки, господи, шмат написали вельмі, і я гартаю гэтыя каментары. І ладно, насамрэч. Мы ўжо даволі працяглы час. Ну, какой-нибудь, может, напрыканцы, как что тут самага апошняга на Еўрарадио выбраць. Так, пытанне ж трэба прачытаць спачатку перад тым, як яго задаць табе, і ацаніць. Вось. Як пратэсты ў России паўплываюць на ситуацию в Беларуси? Никак. Если коротко, по той причине, что мы находимся в разных фазах. Одно дело протесты перед выборами, они вот именно и называются протестами,
Это классический случай, когда, что называется, как-то марш несогласных там и прочее. Там даже неважно, там за Навального, лидера там посадили, верните нам нашего, значит, выжившего, да, и так далее, воскресшего и прочее. Да? Вот. Это совершенно другая история. Вот. Совершенно другая легитимность. Кстати, вот это как раз та тема, на которой действительно можно было бы устроить батл с Шребманом, потому что я совершенно не разделяю его точку зрения вот по аналогии, как бы сравнение. У меня абсолютно противоположное с точки зрения там Тихановская, Навальный и так далее. Вот. У нас совершенно другая ситуация. У нас это манифестации после выборов, постфактум, понимаешь? То есть у них это мобилизация людей ради результаты на выборах, у нас это мобилизация людей, возмущенных результатами выборов. Это совершенно разные вещи. То есть с точки зрения людей выходящих никакой аналогии быть не может. С точки зрения, конечно, силовиков, они используют просто один и тот же плейбук. Да, человек абсолютно. на улице неважно. Да, да. Яны ж выносяць за скобкі прычыны пратэсту. То бок у іх пратэсты за нешта гіпатэтычнае, што магчыма будзе. У нас пратэсты Да, з абсалютна іншым бэкграундам, за тое, што ўсім зразумела. Канешне, сёння можа нехта казаць, што не хапае доказаў фальсіфікацыі выбараў, але мне здаецца, абсолютно Да, я просто хотел сказать другое. Они, вот события московские, на нас не повлияют, несомненно. Тут происходит обратное. Это наши события влияют на события. И я думаю, что надолго как бы мы будем модельным примером вот того, для что ўладаў произошло. І сілавікоў. Именно Але так. мне здаецца, не для пратэстоўцаў. І мне вельмі смешна, калі наша прапаганда пачынае браць на шчыты гэтую думку пра тое, што ў Маскве рэалізуецца стратэгія, тэставаная ў Беларусі. Яны ж самі ўчора называлі гэтую стратэгію правальнай. Ну, так, да. у мяне пытанне, а навошта людзі ў Маскве, у России, у іншых гарадах рэалізуюць правальную стратегию? Ну, это, понимаешь, это вот как раз это тот самый случай, когда... Двоедумство, ведаешь? Да, нет, это все довольно просто. Здесь как раз все довольно просто, что когда ты выдумываешь вот вторую реальность, в которой у тебя, да, это же, ну, то есть, я говорю, в действительности все происходящее объясняется, знаешь, там, законом непредвиденных или предвиденных последствий одного единственного решения. Непризнанием как бы результатов... 80,1. Непризнание результатов голосования. Одним... Причем в данном случае это работает с обоих сторон. Непризнанием и со стороны власти, и непризнанием тех результатов, которых нарисовала власть. Да? Вот. Я разумею, все остальное это только наступство. Для того, чтобы вытеснить вот эту единственную причину из дискурса, из сознания, да, из вот самоощущения, тебе приходится громоздить тяжелейшие конструкции конспирологические. Глубинное государство, рептилоиды, масоны. Месть за флаг, значит, над Рейхстагом 45-м, хорошо, хоть за 1812. Шкода же танки поставляла, конечно, а Невея же тоже немецкая компания. Осталось узнать, что же сделает Хьюго Босс, да? Вот. Сергей. Так вот я к чему, что и выясняется, что такая сложная конструкция, которая держится, что называется, вот построена из пластилином и изолентой, она моментально разбивается, как только поступает новое вводное. Оп! И она уже не может... Подобное. И как, черт? А этот факт у тебя уже никак в эту картину мира не входит. Если ты начинаешь его пытаться пристегивать, так, протесты, это же протесты, они же явно инспирированы. Вопрос, кем? Только что Россия была кукловодами, потом перестала им быть. Ну, то есть, все, это классический случай того, какое нагромождение лжи требуется строить для того, чтобы вытеснить один единственный непреложный факт. И это нагромождение лжи моментально разрушается при поступлении новых фактов, а перестройка всей этой конструкции, да, она требует времени. Ну, и она немагчымая, и система начинает суперечить сама себе. Она же уже и так вертится, как флюгер, да? У нас же кукловодами была и Россия, потом была, значит, Украина, боевиков обучала, присылала, потом Польша, Чехия. А причем зусім недавно изноў прогучало, что мы российских кукловодов вам покажем. Да. Оттуда, сверху. Насамрэч, што я хацеў сказаць, ужо ўсе нас дзякуюць нам за добры эфір. Да. Насамрэч мы амаль гадзіну эфіру, мне здаецца, што трэба пакінуць
недоговораным. Как говорят психотерапевты, а теперь побудьте с этим, да? Як мага болей, да, пераварваем гэта. 3,5 тысячи чалавек глядзіць Класна. нас просто цяпер. Я думаю, што гэты эфір яшчэ паглядзяць людзі. Дзяліцеся спасылкамі, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё і на Еўрарадыё і іншых соцсетках. И ожидайте появления моего собственного канала. Чакаем з'яўлення канала Сергея ўласнага. Сергей, я так разумею, што цябе можна глядзець будзе можна глядзець і можна будзе неўзабаве паглядзець на іншым польскім Да. медыі і на адным беларускім Тоже польском. тоже польскім. Да. Я хотел сказать на адным Нет, беларускім. я имел в виду таком... Тоже польскім. Да. Ну, это про тое Да. і про Тутбай я так Да, само да, хотел да, совершенно згадаць. верно. На Тутбай, які я ўсё ж таки лічу сродкам масавай інфармацыі, не гледзячы ні на якія статусы. Это правда. Дзякуй, Сергей. Спасибо за приглашение. Пабачымся, спадзяюся, ўсё будзе добра праз нейкі час, каб ізноў прааналізаваць адрэзак, які мінуў з нашай папярэдняй размовы, каб зазірнуць крыху ў будучыню. Павел Свердлов працаваў таксама пры мікрафоне для вас. Пачуемся, пабачымся на Еўрарадыё. Всего доброго.